Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня я покажу, как Зураб Гаджиев, который нарекает себя историком третьего поколения, смог втянуть ингушей в этот капкан, в капкан трех республик, где ингуши, по сути, становятся предателями интересов ауховцев, казалось бы, имея зеркальные проблемы, которые можно отзеркалить по Прыгну району, но все-таки гениальность Зураба заключается в том, что он смог навязать не только ингушам эту мысль, но и чеченцам, навязать им тот диалог, можно сказать, на той территории, на тех документах, которые он сфальсифицировал, по сути. И гениальность его заключается в том, то есть можно было бы обвинить ингушей, что поддались манипуляциям этого Зураба, но мы видим, что даже сами чеченские академики, вот если возьмем статью, которая опубликована 13 июля 2021 года, по сути, в июле месяце был представлен доклад 2021 года. И вот на сайте Академии наук Чеченской Республики статья «Чеченский аух. Западный Прикаспийский в источниках документах». Тут приводится как бы ответ именно выпадом историков, таких как Хафизов и, конечно же, Зураб. И именно мысль Зураба здесь в основном, как бы, вот эта статья есть опровержение на мысль этого Зураба. К примеру, в одной из цитат говорится: при наличии в архивах выше приведенных документов выглядит абсурдно утверждение некоторых дагестанских историков, будто бы чеченцы ауха-акинцы в 1763 году поселены кумыкскими князьями на место их нынешнего проживания. Хотя очевидно, что ауховцы задолго появления последних проживали в этих местах и находились в отношении с русским государством. То есть вот это переселение, оно признается как факт. По сути дела, это ложное утверждение Зураба. Но он смог навязать это не только ингушам, но и чеченцам. И почему я делаю акцент на это? Если мы посмотрим, зайдем в Википедию, Карабулаков, и найдем вот первое соприкосновение с Россией, то тут пишется: согласно имеющимся источникам, уже летом 1762 года половина карабулаков выразила готовность не только принять ислам, но и переселиться в Дагестан под Индерей на земли кумыкских князей Аджи Муртазали. Одновременно считалось, что они переходили под покровительство России и так далее. И если нажимаем на эту ссылку на 129, то тут у нас высвечивается доклад о границах территории Ингушетии, 2021 год, страница 66. Так вот, почему делается утверждение, то есть в Википедии, именно на доклад о границах? Он, понятное дело, презентован. Но разве у этого есть авторство? Разве у этого доклада есть имя, где подписан тот редактор или редакционная коллегия, я не знаю. Но и самое главное, что первым, по сути, эту мысль, которая озвучилась, она озвучивалась в статье все того же Зураба под названием «Капкан для трех республик». Так вот, на странице Facebook 17 августа 2017 года он опубликовывает, то есть есть опубликованная вот эта статья, она опубликована во многих сайтах, но мы будем сейчас смотреть в Фейсбуке. И вот тут доказываю всевозможными ухищрениями, что акоки это не аухи, оставим этот момент, под заголовком «Крах альтернативной истории». Вот здесь он это все доказывает. И здесь есть очень важный момент, где он сам пишет: в подтверждение сказано, приведем лишь один извлеченный моим дедом архивный документ из длинного ряда переписей кизлярского коменданта с индерейским князем и вышестоящим начальством по данному поводу, из которого выявляется приблизительная дата окончательного обращения предков акинцев в ислам и их переселения на плоскость с условием несения службы индерейским князьям. Вот здесь дальше он приводит якобы этот документ. 1763 апреля 26 указ коллегии иностранных дел кизлярскому коменданту Степащину о переселении на пустующие земли горских народов. Из доношения вашего от 25 июля прошлого 1762 года здесь усмотрено, что индерейский владелец Аджи Муртазали Чапанов просил позволения о переводе подвластного ему в горах в
крепких местах живущего карабулакского народа выше реки Сунджи на место пустое при речке Аксайсу, лежащее. Здесь тоже делается многоточие. То же самое, вот я не знаю, чтобы мысль, наверное, не потерялась, вот это многоточие, которое там делается, оно не столь важно. То есть предложения, которые там дальше идут, там описывается о какой-то вдове, которая тоже хочет переселиться. Ну, сам факт того, что этот человек редактирует документ, можно сказать, он уже очевиден. И тем самым точно так же, вот в таком же формате, вот Аксайсу через тире Су и с буквой не Асайсу, а Аксу, оно перекочевывает именно в доклад. Поэтому я говорю, что Википедия надо было делать ссылку не на доклад, а на Зураба Гаджиева. Не делать предателями ингушей ауховских интересов, а чтобы у этого предательства, у этой фальсификации было четкое имя, а имя ему Зураб Гаджиев. Так вот, в этом докладе на странице 67, чтобы понять, для чего вот сам доклад, вот эта вторая часть, которую я говорю, начинается с 63-й страницы и до 100-й, и практически половина материала до 75-й страницы, тут именно идет доказательная база вот этих слов, что переселились лишь в 1763 году. Я вам приведу одну цитату. Приводя всевозможные фальсификации, об этих я не буду говорить, чтобы тема не ушла. Основная мысль сегодня – показать сущность вот этой фальсификации, насколько он смог втянуть именно ингушей в этот капкан, который я говорю. Поскольку переселенческая группа карабулаков Дагестана в силу более доступного расположения оказалась изучена сравнительно лучше, нежели карабулаки в массе своей эмигрирующие в 19 веке в Турцию, и в любом случае выселение из насиженных мест нам придется сначала продемонстрировать, что наука свидетельствует о них аухи. Так как это поможет со всей очевидностью доказать и понять, кем же являлись их оставшиеся на исторической родине соплеменники, так выявляется приблизительная дата обращения части карабулаков в ислам и их частичное переселение на плоскость в Дагестан в 1763 году, что прослеживается по соответствующему спектру разнообразных источников. Нету никаких разнообразных источников, есть один источник, на который они ссылаются, и он фальсифицирован. И вот сразу же на следующей странице показывается вот это как будто бы скриншотом, вот документ. Таких вот скриншотов в этом докладе, чтобы вы понимали, делается раз-два и общался. Потому что все фальсификации вот так подделывать, наверное, места в докладе не хватит. Но здесь же они показывают, как будто, вот я еще раз говорю, как будто этот документ вот дан в Москве, внизу подписано 8 марта 1963 года, Михаил Воронцов и так далее. И дальше подпись, архивная подпись, как бы номер Центральный государственный архив Дагестана и подлинник. И вот здесь мы читаем то же самое. Из донесения вашего от 25 июля прошлого 62 года здесь усмотрено, что индреевский владелец Аджимуртадыли Чупанов просил позволения о переводе подвластного ему в горах и крепких местах живущего карабулакского народа выше реки Сунджи на место пустое при речке Аксайсу лежащее. Чтобы вы понимали, то, что я говорил, что он смог навязать эту тему, подтверждение того, что именно вот этот доклад он сделан для того, чтобы обосновать вот эту теорию, ложный заговор, вот этот капкан Зураба, то в первой части на странице 14, подводя итог всяким родом высказываний, где-то с подлогом, не где-то, а в большей степени с подлогами, там, Гробовского, Иванова, Ипполитова, Долгата, всяческим образом стараясь где-то выдергивать, где-то в основном выдергивая, убирая упоминания вообще чеченцев, в наглым образом подтасовывая вот эти документы, доказывая, что акинцы, именно акинцы, чтобы вы понимали, в первой части в большей степени речь идет об акинцах, то во второй части уже вот эти акинцы, как бы, из акинцев произошли карабулаки, эти карабулаки переселились в аух, и для этого обоснования всего вот этот доклад и сделан. Ни о какой доказательной базе принадлежащей той территории практически здесь нету. Здесь вся доказательная база, что вот этой территории
а уховцы занимались только с 1762 года. И вот на странице 14 тут пишется: таким образом, с учетом всего изложенного в коллективном труде «История Ингушетии» 2013 года обоснованно утверждалось, что первое документально фиксируемое массовое переселение ингушей на равнинные земли и многоточие было связано с передвижением части населения общества Эхки-Терко-Сулацкое Междуречье на территории современного Дагестана. То есть это прямая цитата из книги «История Ингушетии» 2013 года. И если мы откроем эту книгу «История Ингушетии» 2013 года, издание Ростов-на-Дону, на которую дают ссылки в докладе, где ответственным редактором выступает Нурдин Кадзоев, авторский коллектив Долгиева, Картоев и Кадзоев, целая плеяда нашей интеллигенции, редакционная коллегия. Также в подготовке отдельных разделов принимали участие тоже целая плеяда. То здесь на странице 196, прямо с первой заглавной буквы строки, мы видим: первое документально фиксированное массовое переселение ингушей на равнинные земли произошло не позднее середины XVI века. И вот здесь явно видно, вот для чего убирается вот это не позднее XVI века, чтобы в умах людей утвердить мысль, чтобы втянуть ингушей, чтобы это уже не от Зураба было, а чтобы ингуши уже доказывали чеченцам или ауховцам, скажем, что они переселились туда только в 1762 году и будучи вассалами этих князей. Так вот, если мы сейчас откроем именно тот документ, о котором говорит Зураб, но не дает ссылку на книгу, то есть он приводит и в капкане, и в докладе, приводится ссылка только архив, Центральный государственный архив Дагестана, номер такой-то, подлинник, все в таком роде. Но, открыв эту книгу, а именно русско-дагестанские отношения в 18-м, начале 19 века, сборник документов, ответственный редактор, доктор исторических наук Гаджиев, изданная Москва 1988 года, то на странице 107 под номером 119 мы видим именно этот документ. И в этом документе говорится: из доношения вашего от 25 июля прошлого 1762 года здесь усмотрено, что андреевский владелец Муртазили Чапанов просил позволения о переводе подвластного ему в горах, в крепких местах живущего карабулакского народа выше реки Сунжи на место пустое при речке Ассайсу лежащее. Ни о каком Аксайсу здесь речи нету, никакой буквы К, здесь четко, черно по белому написано Айсайсу. По сути дела, это река Асса. Это документ более развернутый, не такой короткий, как показывает нам в докладе. Здесь говорится на усмотрение этой коллеги, что они разрешают, все-таки есть у них сомнения, но они разрешают, чтобы они переселились, если никого других принимать к себе не будут. Почему нам это важно? Потому что именно на этот документ, именно цитируя вот эти моменты, все это будет описывать примерно, скажем так, Гудков. Если быть точнее, не один раз, можно сказать. То есть это конкретно для него утверждение, связанное с этим документом. И мы к этому посмотрим. То есть, даже несмотря на то, что Зураб постарался изменить географию вот этого намеревавшегося переселения, 200 километров, можно сказать, зацепив 3 республики, в этот свой капкан втянув, то несмотря на это, на все вот это переселение еще не состоялось. Оно только в 1772, через 10 лет только будет. И поэтому Гюльденштейн, когда вот это описывает, вот это Качкалы, когда он говорит, никаких вот этих карабулаков там еще нету. Даже если вот это Аксайсу это и было бы.
Даже если вот этой подмены не было бы, вот это переселение, оно еще не состоялось. Оно должно состояться состоится только в 1772 году, о чем первое упоминание найдем у Кушева примерно. В книге «Русско-чеченские отношения 16-18 века» на странице 281 пишется: численность Карбулака в 1763 году определялась в 300 дворов. В 1772 году часть карбулаков, вступавших в российское подданство, переселялась на равнину в урочище Карасу-Яндарь, на место впадения реки Асы и реки Сунча. Так вот, если мы откроем книгу «Материалы по новой истории» Будков, первый том, также эта информация приводится и в третьем томе, но более развернутая эта информация в первом томе, страница 260, глава 59, то мы видим: в 1763 году карбулаки, коих не более 300 дворов, одноплеменцы чеченцев и от них независимо управляются, обитают при Верхней Сунджи по рекам Аксай и Валайсу и Бала в Черных горах, зависели в свое время от индерейских владельцев, баргунских и некоторых кабардинских, давая им подать, просили позволения переселиться из крепких горских мест на место плоское. Коллегия иностранных дел то позволила с рассмотрением кизлярского коменданта, с тем, дабы они после позволения коллегии никого других народов в сожительство свое не принимали. Но сие переселение не последовало до 1772 года. Также на странице 302, глава 61, говорится то же самое практически. Но я вам зачитаю. Карбулаки – одноплеменцы чеченцев, но особо от них обитающих в 300 дворах, независимо от них управляющиеся, обитая при вершине Сунджи по рекам Асай и Балсу в Черных горах, еще в 1763 году просили позволения переселиться из крайних горных мест, крепких горных мест, на плоские. Они тогда зависели от индерейских владельцев, баргунских и некоторых кабардинских, давая им подать для своей безопасности от народов подать. Коллегия иностранных дел то позволила с рассмотрением кизлярского коменданта, с тем, дабы они без позволения коллегии никого других народов в сожительство свое не принимали. С переселением тогда не сделано, но в 1772 году генерал Дем позволил тем карбулакам, которые, вступая тогда в подданство России, переселялись в назначенные им прежде, вот тогда, прежде которые были назначены места, вот в эти места переселялись назначенные им прежде место урочище Карасу-Яндарь по речке Асай на самое то место, где Асай соединяется с Сунджей. Также в третьем томе, в третьей части, все тех же материалов по новой истории, на странице 105, мы читаем: карбулаки спрашивают позволения переселиться из крепких горных мест в Черных горах на плоские места. Коллегия иностранных дел позволила им переселиться в урочище Карасу-Яндарь, но все-таки переселение то не последовало. Это где приводится хронология 1763-64 года. И далее, уже на странице 129, где приводится хронология 1772-73 года, говорится: генерал Дем позволил тем карбулакам, которые вступают в подданство России, переселиться в урочище Карасу-Яндарь, 1700, и в скобках пишется, смотреть 1763 год. От них отобраны присяги и аманаты. И прежде чем, как я вам покажу и зачитаю документ, который предшествовал вот этому документу, который сфальсифицировал Зураб, вот документ, на который они и ссылаются, как бы из донесения вашего 1762 года, вот это донесение, которое было именно в 1762 году, и посмотрим, что там говорится и какое место определяется этим карбулаком, я хотел бы указать один момент. Именно это то, что я говорил в начале, то, как Зураб смог навязать вот эту тему, как будто бы это такой устоявшийся, неоспоримый факт, что вот именно было это переселение тогда карбулаков в район Дагестана. Вот это неопровержимый факт. И на этом он выстраивал свою позицию, как бы. Есть вот упоминание о Коке в XVI веке,
Вот он просто исходил из того, вот я вкратце своими словами говорю, что вот эти Акоки были, Шахмурза Акотский был, но если он даже был на этих территориях, то в этих конфликтах, которые у него были с этими князьями, им пришлось бежать оттуда в городок Терки примерно. Это Кизляр. И там они крестились, и после как этот городок менял свое местоположение, тем самым они тоже переселялись, и они, короче, растворились, можно сказать. И по сути вот эта преемственность вот этих ауховцев к акокам не имеет никакого отношения. И посему вот эти ауховцы именно как новопоселенцы туда переселяются в 1762-63 году. Из этой логики исходит, как бы эту логику навязывает, точнее, вот это. И отвечая ему даже вот в Академии наук Чечни, все тот же Амин Тесаев, если мы посмотрим статья, мы читаем: при наличии в архивном выше приведенных документов выглядит абсурдно утверждение некоторых дагестанских историков, будто бы чеченцы Ауха в 1763 году поселены кумыкским князем на месте их нынешнего проживания, хотя очевидно, что ауховцы задолго до появления последних проживали на этих местах. То есть до появления последних, вот этих в 1763 году, которые переселялись, до их появления. То есть признается этот факт, берется как за чистую монету ту фальсификацию, которую подсовывает Зураб. Также это говорится, еще раз повторяется. Наконец, завершая исследовательскую часть статьи, добавим к сказанному, что уже в изданных нами публикациях были разбиты попытки некоторых кругов указать на 1763 год как на время, когда началось переселение чеченцев в Аух, не считая все множество совокупность фактов, документы, источники, материалы, опровергающие это ложное утверждение. Мы указали на документ, сообщающий о возвращении в 1746 году чеченцев из общины Чунгорой обратно в Эндарей. Но тут Зураб может сказать, тут Ауха нет упоминания. Чеченцы там, может, жили, перемещались, уходили. И посему в книге, о которой мы сейчас будем говорить, вот эти документы там приводятся. И это книги именно изданные Академией наук Чечни. Чечено-русские отношения в XVIII веке, исследования и материалы. Автор Ахматов, том 1, Грозный, 2019 года. И здесь есть два, их три там документа, еще один есть упоминание Аух, но первый документ, о котором мы сейчас поговорим, именно про вот этот, как я говорю, предшествующий документу, которым указывает Зураб 1762 года. Именно чтобы посмотреть, какое место все-таки определялось, о чем говорится там, вот этот, который привел их к присяге, о чем там говорится. Документ тот большой, на 10 страницах и более. Есть еще один документ за датировкой 1730-х годов, и там ауховцы четко говорят, что раньше были времена, как бы, часть народа их, и там аух именно, часть народа их отселилась в Терки, вот этот Кизляр, который ушли с Шахмурзой Акотским, часть, которая ушла. И посему тут пришли эти князья эндареевские, раньше они были под кабардинскими, как бы, они этих кабардинских как бы убили и взяли власть, начали требовать с этих ауховцев, говоря, что вы на нашей земле. Но хотя ауховцы как бы указывают, что они пришли сюда, они указывают, мы были здесь, а они сюда пришли. То есть тем самым вот этот спор, ну, он явно очевиден, что Зураб занимается именно фальсификацией, именно, я не знаю, ну, я хочу подобрать, ну, у меня нет таких мягких слов, я просто сдержусь и оставлю это как бы на потом, скажем так. Но здесь сейчас давайте я вам приведу эти документы. В этой книге на странице 333 под номером 113 есть этот документ с заголовком
1762 года, июнь 26 донесение ротмистера Мансурова Кизлярскому коменданту Степашину о поездке в общество Карабулак, принятие присяг подданства России от Карабулаков, обязательства соседних с ним владельцев не мешать их переселению на реке Сунджи. И посему он здесь описывает все вот эти его как бы путешествия, общение, как он давал вот эти письма, что Карабулак вступает в это подданство. И на странице 341, после уже как Карабулаки вступили в подданство, он с ними пообщался, они там рассказали ему про одну кровную месть, в котором они не виноваты, и попросили его участия как бы урегулирования этого. И здесь он пишет: напоследок же он ездил я с онным старшинами и совладельцем Алджию для осмотра их нового к поселению места, которое расстоянием от нынешнего жилища в верстах 8 по той стороне реки Осая, которая течением пала в Сунджи, и от нас не в далеком же расстоянии, и по онной реке кверх, так и вниз в лесу довольно. А где их селение надлежащее будет, тут самое место чистое и правильное, ко всему состоящему по Асой реке между подвластными аксайских деревень, то есть князья аксайские, как бы владетели этих Кихи, имеется в виду Гихи упоминается здесь, и горской деревни Ахиюртом позади Чечни. Именно вот это Карсу Яндарь, который упоминает, говорит и Кушева, и Будков, именно вот этот человек, который привел их в подданство, именно который определял им это место, будучи с этим Аджи Муртазалиевым, указывает на местность, которая находится между Ахкиюртом и Гихи. Между реками Асса и Сунча. И, как говорится, ложь обречена на погибель. Алхамдулиллах. И вот документ, о котором я говорил. Я сказал в 1730, но я ошибся. Тут 1748, не позднее апреля 8. Письмо ауховцев генералу Дэвидсу о желании вступить в российское подданство и состоять под управлением Черкасского. И вот здесь говорится: не прежде всего мы были подданными, и кроме сей нашего всемилостивого государя других государей себе не знали, и в недавнем времени откочевали от нас нашего народа к Тереку, а мы после их остались здесь за нашими скудностями. Тогда над нами владели черкасы, а андреевские, аксаевские владельцы тогда же над нами никакой власти не имели. А ныне мы живем, то пришедшие к нам андреевские, аксайские, кумысские владельцы говорят нам: вы где живете на нашей земле, а наши где подвластные народы. И спустя несколько времени наших черкасских владельцев онные владельцы убили и силой себе под власть нас нижнейших взяли. И мы, нижайшие рабы, в те поры не могли живущим на Тереке братьям нашим объявить идти ко двору, что ли здесь кажется, опасаясь предписанных андреевских, аксайских, кумысских владельцев донести, и ежели бы мы донесли, то онные владельцы хотели нас ограбить и убить. То есть тут видно, что уже в 1748 году ауховцы упоминаются, и они говорят, что они там жили, когда вот эти ококи, о которых не хочет замечать или признавать Зураб, что это есть те, которые жили вот именно в этой местности, их народ там остался. То есть вот это утверждение, которое делалось, что не позднее 16 века акинцы переселились в Аух, оно верное. То есть для чего я все это показываю? Я хочу понять, что вот дает ингушам, ну какая польза именно с этого? Вы галгаш мала пейт бутсо балары, вы дагадагат аухи бахаш бу война гандивана стиша бол хабич. И доклад эляца цамын цани цар доуни делычи мала пейт бутсо бахаш бар сдерса хабезен бар. Потому что дальше вот после вот этого скриншота своего фальсифицированного тут описывается именно вот как Гюльденштейн
описывая округа, находятся не только вдоль реки, впадающей в Сунджи, но и на северных Кавказских предгорьях, между реками Сунджи и Аксай-Акташев. По селам, которые расположены между Акташем и Аксаем, подразумевается село, объединенное под названием округ Яндари-Качалык. И дальше вот говорит, потому что они некоторым образом зависят от татарского села Яндари. И вот авторы говорят уже, то есть речь о новообразованном Ауховском... Какой новообразованный Ауховский район? Фубала Качапшин, какое ваше дело туда? Вы о Фортанге, о границе между нами здесь должны говорить. Куда вы лезете туда? Из недавнего переселища карбулаков, за которыми в 1770 году еще не успело утвердиться привычно позднее кумысское название Аухи. Это свидетельство. И вот дальше они описывают, как Хафизов там ходил, кладбище, как бы датировку смотрел. И после все это полностью подтверждается Буцовским. Описание Кавказских губерний и соседних горских областей, Аухи так называется, поселившиеся на землях кумысских около вершин Акташу, Ярахсу, Карабулакские и частью чеченские выходцы, коим кумыки дан платят баранам и в обязанности давать вспомогательных воинов. И все, кавычки закрываются. Они указывают на Буцовскую описание губерний горских областей 1812 года. Но никакое издание, вот ни каком издании название не приводят, нету никакой ссылки на это. Если мы откроем книгу «Этнический состав населения Северного Кавказа в 18 веке, начале 20 века» Волкова, и на странице 165 мы находим. Однако, как замечает далее Буцовский, селяне Хасам-Кент, Балчи и Герзели от этой повинности уже отклонились. То есть, и вот этот момент, который вот я еще раз говорю, который ничего, кроме вражды со своими единокровными, он нам ничего не дает, в угоду Зурабу в этом докладе, вот сколько листов это все занимает. И как, о границе, вот что дает это по границе. Но нет, это все нужно описать, это все нужно вставить. И все это вот в угоду вот этому человеку. А ему это зачем нужно? Потому что он в своих утверждениях просто-напросто, он старается показать это, что, как я говорю, они вассалами туда переселились, и вассалами были до имамата. Только имам Шамиль, тот же дагестанец, их освободил от этой зависимости. А мы видим, что уже, как в 1812 году, вот этот Буцовский был, они уже видели себя это ярмо, можно сказать. И для этого нужно понимать всю эту историю. Для этого нужно понимать, что такое история. К примеру, не такая история, как на фальсификации одного документа просто взять, ну, как кино, вот, Голливуд, да, вот, Warner Brothers, я не знаю, Walt Disney, вот такого рода вот взять и уже Штедеру, смотрите, что они делают уже на 75-й странице. Однако первый визит европейцев на Верхнюю Фортангу произошел в 1781 году. Им стал подполковник Штедер, ранее занимавший пост кизлярского коменданта и оставивший ценнейшее описание этого края в своем дневнике путешественника от пограничной крепости Моздок во внутренней области Кавказа 1781 года. Дневник Штедера показывает, что за 10 лет после Гюльденштеда картина разительно не поменялась. Он, как и прежде, сообщает. Как вы думаете, что он сообщает? Фортанга ингушей, протест достоинства, не согласен, не передам. Нет, он сообщает. Их предводителем был молодой Андреевский, князь Шабулат Аджи, сын Муртазали, со своим приемным отцом Аталыком, старейшином Карбулаков. И тут многоточие, кавычки закрываются, дается ссылка, и докладчики пишут. И далее, и сразу же открываются кавычки, я подошел к ним и приказал для своей безопасности андреевским князьям, как и их соплеменникам, вернуться назад. Дается опять ссылка, 164. Смотрим на эти ссылки. Страница 206 и страница 209.
И ты такой, неужто Штедер, увидев этого молодого князя, так очумел, что целые страницы он не знал, что ему сказать, подойти и как представиться, или его так представляли, столько имен там описывали, я не знаю, его регалии все. Вот. Для чего эта информация вообще? Вот для чего? Вот три страницы же надо было пролистать, а там, по сути, 4, потому что не на 206, а на 205 это приводится. Но не об этом. Но 3 страницы вот взять и оттуда вот это, ну это же нужно в голове это все. И вот для этого вот этот доклад и занимался, вот эти докладчики вот этим и занимались. Мы берем, открываем эту книгу под названием «Кавказ», которую дают нам уже как бы запутанно, можно сказать, докладчики, европейские дневники 13-18 веков, Нальчик, 2010 год, издание. И на странице 205, как я сказал, а не 206, мы читаем. «Я оставил сотника с 20 казаками в склепе, где их не могли заметить прохожие. 2 человек я послал к этому склепу. Они поскакали туда и примчались к спрятавшемуся сотнику, которого они нашли неожиданно окруженным и взятым в плен. И вот здесь Штедер говорит, их предводителем был молодой андреевский князь Шабулат Аджи, сын Муртазали, со своим приемным отцом старшиной Карбулаков и с 9 чеченцами на лошадях». То есть, когда здесь говорится со своим приемным отцом, ставится запятая, старшиной Карбулаков. Тут непонятно, это 2 разных человека или это один человек, который является старшиной. При первой же угрозе он ушел в Малую Кабарду. Для оправдания лживости его отговоров стало ясно, когда мой спутник, кабардинский князь, ничего о нем не пожелал знать. И при нем были честные чеченцы. Я приказал всех их обезоружить и издалека наблюдать, обратился к ним дружески и под разными предлогами удерживал их в себе. И далее, на странице 206 именно, вот для понимания, вот я хочу понять, что этот князь делал на этой территории. Вот он жил там, как хотят это приписать. И вот на странице 206 мы находим. К вечеру я получил новое тревожное известие. В горах, а также позади нас, в ущелье на обратном пути было замечено большое скопление людей. Для безопасности я занял башню у источников и в ней стал ожидать развития их планов, надеясь на лучшее. 2 казаков я попытался отправить в Моздок с донесением, и чтобы за 3 дня их отсутствия ничего не случилось, я укрепился на этом месте. Те не пришли, так как хотели дождаться ночи. Сидеть в темноте без известия о положении дел и не зная дороги, казалось мне нестерпимым. В сумерках через единственный свободный проход я проник к источнику, влез к изгибу Суджи, где на крутом берегу с лесом я смог бы защититься от первого натиска. У пленного князя угрозами, обещаниями я выведал, что несколько партий численностью более 100 чеченцев уже несколько дней бродят в этой местности. Они могли видеть только следы, но не нас. Поскольку он был трусливого и робкого характера, я пригрозил ему лишением жизни за то, что он утаил от обстоятельств, что могло бы нас спасти, и оставил его сомнения, что его участь будет решена при их нападении. То есть тут видно, Штедер говорит ему, почему ты раньше не сказал, что эти люди не видели наши следы. Соответственно, значит, он был с ними, получается. Человек просто вышел на охоту. И тут целую такую воссоединение семьи придумали, голливудский или болливудский сюжет даже, если быть более точным. И в конце я вам покажу один документ, по сути, который показывает, что такое было вот эти князья, когда более-менее общество укреплялось. Именно чеченцы и ингуши. Вот именно вот это надо обобщить. Вот это должен был понять Зураб, и он не должен был лезть именно в тему, которую он не поймет. Именно не поймет тем самым, что
среди нас не было вот этого родословного. Все-таки, да, князья были, не все могли противостоять этим. Людям нужно было выживать. Люди выживали. Но по большей части, при первой же возможности, они не имели, они номинально были. И в то время просто-напросто, уже когда империя здесь утверждалась, это была та же самая вертикаль власти для них. Должен был быть этот владетель, должен был быть этот князь, с кого они могли спрашивать, кого они могли просто-напросто отправлять с тем или иным посланием, просто даже чтобы разрешить ту или иную проблему, захват там, не знаю, всяких товаров, людей захватывали, много чего происходило. И для этого в следующей части я постараюсь эти моменты более подробно показать, но здесь для наглядности я просто приведу один документ. Он тоже из этой книги «Чечено-российские отношения XVIII века». Документ от 1767 года. Перевод с письма татарского от аксайских владельцев Эльдерхана Мамутова, Султанбека и так далее. Так вот, они извещают вот этих начальства. Через Сиев перевоз объявляем вам, известно, что реченного армянина убили алдинцы, и провожал его мичкитский житель, а не аксайцы. Хотя они в наше подвластие, такому, они не такие народы, чтобы нам были послушными. Если вы хотите армянский товар взыскать, то они, мичкизы, живут против близости вашей. За них не извольте захватить наших аксайцев, соизвольте взыскать с оных мучкизов. Впрочем, предаемся на волю превосходства у подлинного письма, подписаны имена на обороте и так далее. То есть они нам не послушны. И то, что старался тот же Аджи Муртазалий, в моем понимании это выглядит, человек просто мог прийти и сказать, люди, которые были в бедственном положении, давайте я буду вашим князем, я там договорюсь и найду вам место. По сути, так оно и выглядит. Человеку просто нужно было, чтобы за ним еще какой-то... Там он и ходит, и доказывает это. И те же Карбулаки доказывают, да, как вот, я не знаю, как гранты получают, там, ветхое жилье, вот тоже, как принеси эти документы, принеси те документы. И по сути дела-то он переселяет их не на свою, не подвластную ему территорию. Просто ему нужен был еще один народ, который он ввел в подданство России, на ту территорию именно, которая не соприкасалась. Кабардинцы на тот момент, это я вам покажу уже в следующей части, что почему ингушей и осетин в Моздок переселяли в тот момент. Они могли вот в местности Назрань. Почему этих же не в местности Яндры, а вот Карысу, вот именно где Гехи. Это было именно то, что в тот момент шло вот это противоборство с кабардинцами. И даже вот этот 1770 договор, который заключили ингуши уже спустя 7 лет, получается, как там чуть ли 25 тысяч войск кабардинцев на Моздок уже хотело идти. И там были захвачены еще 12 кабардинцев в Моздоке содержалось, им пришлось отпустить. И вот эта присяга, которая была принята с ингушами, они оставили один на один с этими кабардинцами, где предписание двора идет. Займите просто оборонительную позицию, но не нервируйте кабардинцев. Лучше оставить этих ингушей. То есть реальность, эти люди, они оторваны от той реальности, просто летают своих каких-то вымышленными персонажами, гонятся за какими-то, там, я не знаю, внучатыми, племянниками и усыновленными, и стараются доказать каким-то вот реально балаболством. Вот этот доклад, кроме другого, вот то, что здесь учинили
с 1810 годом и с этим Качуком Алхазуром. И чтобы для этого, понимаете, какой-то документ, вот тот его, нашли в его сборнике про Алхазура, основателя Этаги, как бы, Атаги, Эгишбатой, там, я не знаю, что это за документ, его подлинник, вот хотя бы вот так выставили бы, и что тот и там неправильно как-то это расшифровал это был не Алмазур, а это был Алхазур. И выдумывается целая история. Вот точно так же, как вот здесь вот выдумалась эта история, вот там точно так же выдумывается эта история. И этот Алхазур Дель Поца посылает, чтобы в 1810-9 году назрановцы, которые переселились, принимая ислам, он посылает туда спецоперацию, такой стратегический ход. Горных галгайцев, язычников надо поселить, разбавить их, чтобы они не исламизируют, и тем самым останавливают исламизацию. Полностью напрочь откидывают. Вот как вот этот доклад, вот как должен этот человек, кто его разбирает, отвечать вот разумно на это. Вот как можно. Вот тебе документ, присяга ингушей, где они говорят, мы все мечети разрушим, всех мул изгоним. Вот как исламизация остановилась. Именно с той враждой, которая произошла с чеченцами, то битва, да, там даже не чеченцы, там и кабардинцы как бы присутствуют, с тем Гелихстаном, который они описывают. Эти моменты я приведу. Вот. Давайте я вам зачитаю этот Гелихстан, он прям у меня открылся, вот прям как вот пачку взял и сразу Гелихстан, вот 83-я страница. И здесь важно констатировать, что окончательная смена политической юрисдикции в стыковом 1810 году приводила их не из первобытного безгосударственного состояния или анархии в государственное поле Российской империи, то есть не из анархии в государственное поле империи, как пытаются внушить некоторые авторы, а из прежней, пусть и пережившей полураспад феодального государственной структуры, части которой, однако, еще сохраняли комплекс правопреемственности в виде хозяйственных, культурных, родственных, общественно-политических связей, прежде почти 300-летней эпохи совместного государственности Гелихстана на всей ее территории, еще не занятой под города и казачьи станицы. Причем в связи с вымиранием в результате эпидемии и карательных походов 1799-1810 года кабардинцев и исходом мухаджиров, значительная часть оставшейся, а также пересечению одной из двух ветвей правящей династии, удельный вес ингушей в этой правопреемственности еще более возрастал. И в итоге на основной части Гелихстана ровно полвека спустя российскими властями совершенно закономерно был образован Ингушевский округ. Вот кто это писал? Я хотел бы на него посмотреть. Вот я хотел бы посмотреть, понять, что он пьет, вот этот человек. Вот кто это писал? Если вы думаете, что это шутка какая-то, это не шутка. Если мы возьмем первую часть, то на странице 60 есть заключение. И на странице 61 11 пункт этого заключения. И здесь говорится, под исторической территорией Ингушетии нами понимаются пределы, по меньшей мере, Ингушевского округа, середины 1860-х годов, а в идеале весь исторический Гелихстан. Как прообраз Ингушетии, чьи границы подробно описаны в целом ряде исторических документов, отражены на многих картах XVIII века и по итогам их анализа изображены на большой сводной карте Центрального Кавказа в середине XVIII века, подготовленного нами. И я хочу вам показать эту карту. И чтобы вы понимали, даже здесь фальсификация. Вот здесь я не про Гелихстан. Про Гелихстан я первый раз слышу вот от этого доклада. А вот про Ингушевский округ, где он примыкает к Владикавказу, то есть Владикавказ в Ингушевском округе, можно сказать. И вот здесь, если мы возьмем, первый раздел заканчивается на странице 22, и есть приложение к разделу номер 1.
И вот, видите, вот Ингушевский округ 1860-х годов, и вот Владикавказ, и большая часть, ну, основная часть пригородного района тоже не во Владикавказе. И вот она наша доказательная база. А вы мне говорите карта Имамата. Какой Имамат, карта Имамата? Тут Гелистан. Понимаете, такое чувство. А карта Имамата, это тоже мы поговорим. В следующей части эти моменты более подробно я вам покажу. То, что они учудили здесь с Гюльденштейном, Бламбергом, это вообще ужас. Я реально говорю, я не могу понять, кто это вот составлял. Это настолько... Да лучше бы не писали, не старались бы. Для чего это было сделано, кроме того, чтобы навязать этих кабардинских князей. Вот говорят они тут в 1810 году. Сами же потом пишут, что 1800... То есть убирают чеченцев и как бы от кабардинцев принимали ислам. 1810. А как они вымели? Как их истребили тогда? Вот такие, это я просто говорю, вот противоречия, которые, ну, от те потасовки, которые они делают, где и пленных, там в тексте нет вообще слова чеченцев, там, да, плененных шейх Мансура, и говорится, привели лезгин, но эти сразу убирают лезгин и сразу чеченцев пленными, ну, как бы продавать. Понимаете, вот от того вот эти подтасовки происходят. И как это, кроме как целенаправленной вражды, как плевок в лицо, вот реально плюешься кому-то в лицо и еще говоришь, а почему ты на диалог со мной не идешь? Я вам, иншаллах, все эти моменты покажу. А на этом я закончу. Алхамдулиллах. Я долго записывал это все, несколько раз перезаписывал, хотел увязать все эти темы, у меня это не получалось. Все-таки слишком они тут накидали всего этого. Просто вот я говорю, его невозможно, на него как-то логически выстроить цепочку и как-то логически ответить на это невозможно. Валлахи невозможно. Ждите продолжения. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.